Пункты приема заявлений на общероссийское голосование уже открыты. Всего в Карабулаке насчитывают 8 избирательных участков и порядка 56 тысяч потенциальных избирателей. Председатель ТИК напоминает, что в связи с пандемией коронавируса голосование пройдет с соблюдением всех санитарных норм и по возможности на открытом воздухе. Избирателям будут выдаваться средства индивидуальной защиты. Также планируют перед входом проверять физическое состояние голосующего и открыть медкабинеты на случай, если кому-нибудь станет плохо. Голосование будет проходить в открытом пространстве. Если нет этой возможности, голосование будет проходить в помещении. Должен быть отдельно вход, отдельно выход в помещение. Помещение должно быть проветриваться. Должна быть специальная санитарная комната для мытья рук. Еще комната должна быть для голосующих, специальная комната будет выделена, если он почувствует себе недомогание какое-то, чтобы его отвести в эту комнату, проверить температуру. У входа в участковую комиссию будет проверяться температура участников голосования. По заявлению представителя ТИКа, в связи с тем, что многие оргвопросы были отложены в марте из-за пандемии коронавируса, и на сегодняшний день они работают в ускоренном темпе. Сейчас перед ними стоит задача по информированию населения. На данный момент мы проводим работу по информированию участников голосования. Это через интернет-ресурсы проводим информирование, через местную газету нашу. И в этом направлении это и у нас и вывешиваются баннеры, перетяжки. Есть специально разработан, вот тут у меня лежит на столе, порядок общероссийского голосования. Сейчас все это роздано в участковой избирательной комиссии, они сейчас ознакомлены. Также, как я выше говорил, всем членам участковой комиссии розданы эти рекомендации, как себя нужно вести в период голосования.